Салам алейкум, дорогие подписчики. Вот недавно мой ребенок приболел ларингит. Ларингитом она болела, мы ходили к врачу, она ставила диагноз ларингит. Она назначила антибиотики надо пить, уколоть надо, потому что она температурила. Ну, она температурила 2 сутки температуры, потом уже температуры уже нету. Я сказала спасибо, врача детского. Мы как дома лежали и лечила ее тоже при помощи черного тмина. Она не может ничего глотать, кушать не может. А черное тмина масло она спокойно, она пьет. Говорит, мама, как я черное тмина масло пью, а воду не могу пить? Я говорю, пройдет, доча. Не переживай. Да, я лечила ее тоже с помощью черного тмина и сделала хиджаму тоже. Потому что для температуры есть тоже точка, это для температуры, это точки для хиджама. Я один раз ей сделала хиджаму тоже. Вот. Мы лечили при помощи чурантимина, обильное питье, постельный режим, хиджаму и напоила это чурантимина тоже 3 раза. До того, что она поправилась. Потом она сейчас пошли к педиатр, она потом посмотрела и дала справку, и ходим сейчас в школу. Ларингит тоже недавно я лечила с помощью чурантимина. Ну, обязательно чурантимина. И хиджаму один раз я сделала. И как ее зовут? Еще снаружи помазала тоже грудной клетки, это спинки, и по стопа тоже помазала перед сном чурантимина, это масло тоже. И снаружи горло тоже, шею тоже это помазала. И еще, да, чурантимина масло напоила и намазала наружу тоже, внутрь принимали. Хиджаму один раз сделала, обильное питье обязательно. И это как ее зовут? Постельный режим. А вот это черная тмина еще аппетит ребенка будет стабильно. Если черная тмина дадим, у нее аппетит не пропадет во время периода таких заболеваний. При всех заболеваниях я заметила, что черная тмина, это если даем человеку аппетит, будет не исчезает это стабильно, будет нормальный аппетит. То если человек из аппетит кушает нормально, поправится быстрее. Вот. Вот такие новости в этой медицинской сфере. Это медицина пророка это называется. Это вот меня медицина пророка. По сунне я лечу, потому что я следую Коран сунны и тоже живу по Корану, живу по сунне и лечим свои болезни по сунне. Но обязательно я сначала хожу к врачу, обращаемся к специалисту, уточняем диагноз, потом на основе диагноза, потом я сделаю лечение. А потом после лечения еще пойдем к врачу, проверяет и дает справку или разрешает идти в школу. Вот когда ЛП-7 лечили, сказала, что она имеет право ходить в школу. До сентября мы ходили, в август. Сказала, все, ребенку, все, анализ мы сдали заново, они еще взяли. Кровь, общий это анализ, все, потом в школу готовились. Вот так. Еще раз я говорю, что религия ислам это одно и осложнение. Даже лечение, смотрите, как это быстрее дает. Вот аллопеции мы лечили, это как от 2 до 4 месяца, а мы лечили в течение месяца, а 2 месяца мы отдыхали просто, потом пошли в школу. Вот так. Благодарю за внимание.